Время течет незаметно, оно проходит сквозь нас, в лицах, в жестах, в мгновениях. Люди меняются, уходят, приходят новые, но остается то, что они создают. Искусство как память времени. В Чеченской Республике эта живая нить искусства проходит через 3 пространства, 3 голоса, 3 взгляда на мир. Чеченский государственный драматический театр имени Хампаши Нурадилова, Чеченский государственный театр юного зрителя и Государственный русский драматический театр имени Михаила Лермонтова. 3 театра, 3 истории, объединенные одним временем и одной сценой жизни. Грозно меняется, но есть места, где время звучит по-особенному. Это не просто здание, это пространство, где рождаются эмоции. Чеченский драматический театр имени Хампаши Нурадилова. Его фасад – это не просто архитектура. Это граница между повседневностью и искусством. Сюда приходят, чтобы остановить время и услышать то, что обычно остается внутри. С первых шагов внутрь меняется все – звук, свет, ощущение пространства. Ты словно оставляешь за дверью шум города и входишь в мир, где каждая деталь имеет значение. Здесь начинается история. История, которую не просто смотрят, ее проживают. История театра – это история людей и времени. Он носит имя Хампаши Нурадилова, героя, символа мужества и силы духа. И сегодня эти стены хранят память и продолжают говорить со зрителем. Чеченский государственный академический драматический театр имени Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова – это театр с большой историей. В этом году, 1 мая, нашему театру исполняется 95 лет. 95 лет спектаклей, комедий, трагедий, в том числе и жизненных трагедий. Театр разделял с народом и выселение, и Великую Отечественную войну, и возвращение на родину, и страшный период 2 чеченских кампаний. И мы возрождались, можно сказать, 3 раза. Очень богатая история, очень большая, великая плеяда артистов создавала этот театр все эти годы. Ни одно поколение артистов прошло по сцене через этот театр. Здесь все начинается с порога, с ожидания, с легкого волнения, с предчувствия встречи с искусством. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Du qayu ya khuzbiyan. Tashid. Tashid. Qudar wa yatsa. Alhamdulillah. Khair hubo. Shibut biya chu wo khars. So khuzlo yu ho. Khuz gandit. Saker türnesh yashtinas. Naga sen hayna was diye şah. Sökaytla. Ne çun. Чеченский зритель особенный. Он приходит в театр не просто посмотреть спектакль, он приходит почувствовать, понять, прожить. Я думаю, что люди, которым важно сохранить свой язык, свою национальную идентичность, культуру, традиции, историю, о которой часто мы говорим со сцены театра, им очень должен быть важен национальный театр. Единственный в мире театр, в котором говорят на чеченском языке. Театр – это всегда команда. Это диалог, труд и доверие. И именно поэтому на сцене рождается нечто большее, чем просто игра. Каждый выполняет свою функцию, каждый выполняет свою работу. И что самое интересное, мы друг без друга не можем существовать на сцене, в театре. Мы друг без друга не можем создавать спектакль. Мы друг от друга все зависимы. В театре, конечно, мы звенья одной цепи. Мы не можем существовать без костюма, без звукорежиссера, без художника, без автора, драматурга, без режиссера, без партнера. И поэтому главное в театре – это быть вместе, это коллектив, это взаимовыручка, взаимопонимание, взаимоподдержка. Есть хорошее чеченское слово «барт» – это взаимопонимание. И вот если у нас это взаимопонимание в театре существует,
мы понимаем, что мы одно единое целое, мы такая большая театральная семья, тогда все спектакли, все репетиции, они проходят качественно, результативно, и зритель может это оценить и оценивает по достоинству. История Чеченского государственного драматического театра имени Хампаши Нуродилова – это история преодоления. Театр возрождался не один раз. Были годы, когда не хватало условий, но он продолжал жить вопреки, потому что оставались люди, которые верили в него и продолжали творить. Сегодня все иначе. Актеры работают на высоком уровне, расширяются возможности, театр активно гастролирует и принимает столичные коллективы. Это уже не просто развитие, это движение вперед, к большому театральному будущему. И в этом году мы будем ставить новый спектакль, потому что театр получил грант Министерства культуры Российской Федерации, и мы будем ставить спектакль «Кавказские истории Толстого», с которым тоже будем ездить по России и премьеру сыграем после Грозного в Москве. В конце июня выезжаем в Крым по программе «Большие гастроли». В Симферополе и в Севастополе мы дадим спектакль. Мы везем 3 спектакля: «Гамлет», «Кровавая свадьба» и «В горы за тобой». Театр живой, театр энергичный, театр эмоциональный, театр такой перспективный и интересный. Если один театр бережет родной язык и традиции, то другой открывает двери для новых историй и мировых пьес. И когда гаснет свет, а зал замирает, начинается магия, которая существует уже не одно поколение. В сердце Грозного есть сцена, где звучит классика, где русская драматургия встречается с местным зрителем, и каждая роль оживает благодаря мастерству актеров. Ведь я по закону прошу, мне чужого не нужно. Мадам, я еще раз у вас спрашиваю, у вас на плечах голова или что? Мне некогда, я занят, я не успею. А деньги как? Одним словом, мадам, у вас на плечах не голова, а вот что! И Государственный русский драматический театр имени Лермонтова создан в 1938 году. Первые постановки в Грозном проходили в 70-х годах XIX века. На более высоком уровне был представлен в начале XX века, когда известный режиссер Евгений Вахтангов ставил в Грозном свои спектакли. Сам театр создан в 1938 году, и в 1941 году театру было присвоено имя великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Этот театр может гордиться яркими именами, актерами и режиссерами, которые даже в самые сложные годы не оставляли сцену и продолжали творить. Какое-то время русский театр открывал свой 5-6 сезоны в Красноярском крае, в городе Канск. Театр был в эвакуации. В то же время, когда началась Великая Отечественная война, яркие театральные деятели, впоследствии известные артисты театра и кино советские, такие как Леонид Броневой, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, некоторое время служили в нашем театре. Такая известная личность, драматург Александр Галич, тоже некоторое время работал в нашем театре заведующим литературной частью. Работа над спектаклем – это долгое и тонкое искусство. Каждый элемент сцены, каждая реплика и жест – результат совместного труда. Все начинается с выбора пьесы, дальше мы собираем команду, это режиссер, художник-сценограф, художник по костюмам, художник по свету, балетмейстер, ну и так далее. Все, кто нам нужен в этой истории, и начинается работа. Это долгие, мучительные на самом деле, но со знаком плюс, часы, дни и месяцы работы над своим образом, над произведением, над композицией в целом. То есть вы же видите, там нет возможности остановиться и сказать там следующий дубль. Да, они живут здесь и сейчас на сцене, и вне зависимости от того, какое у тебя настроение с утра. Сказала, что я не замужем!
Если один театр сохраняет традиции, а другой открывает новые горизонты классики, то есть место, где театр встречается с теми, кто только начинает открывать мир искусства. Как вы прекрасны! Да, правда? Да. И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Чеченский государственный театр юного зрителя – это пространство для самых юных зрителей, где каждая постановка учит видеть, чувствовать и понимать. Вообще наш театр такой уникальный в этом смысле, потому что мы выпускаем два плана. Это кукольный план и живой план. Репертуар мы подбираем очень тщательно, смотрим на актуальность, подводим какую-то статистику, смотрим, что было бы полезно нашим детям, нашему зрителю в целом. У нас театр не только для детей, но и для родителей в том числе. То есть такой семейный театр. У актеров театра юного зрителя работа особенно кропотливая. Мало того, что сам актер должен полностью вжиться в роль, он еще и оживляет куклу, заставляет ее говорить, двигаться, чувствовать. Данная кукла планшетная, опыта было очень мало. И скажу так, что работать одному с куклой бывает легче, потому что ты, когда говоришь и передаешь эмоции, физические действия, ты как-то это контролируешь сам. А когда работает несколько человек на одной кукле, там должен быть полный синхрон. То есть относительно движения головы, жесты, также переходы, движение корпусом. И когда ты работаешь с несколькими людьми, партнеры должны очень сильно, чутко чувствовать друг друга. Каждое движение, каждый взгляд – результат терпения и мастерства. Только через такую точную работу сцена оживает, и маленький зритель начинает верить в магию театра. Я как актриса и живого плана, и кукольного плана скажу так, когда вот я работаю над живым планом, не знаю, делают ли это другие, но я работаю перед зеркалом. То есть я должна знать свое лицо, как я выгляжу. А с куклой нужно знать, как она смотрится со стороны. Тоже идет работа перед зеркалом. В 4 часа я почувствую себя счастливым. Я узнаю цену счастью. Я буду плакать о тебе. Ты сам виноват. Я не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Неважно, на каком языке звучит спектакль, неважно, как преподносится сцена, главное остается неизменным. Это актеры. Их талант, энергия и преданность делают театр живым, дают каждой истории дыхание, каждой эмоции силу. Без них не было бы магии сцены, не было бы настоящего искусства. Как бы это банально не звучало, но для актера каждый выход на сцену – это всегда очень волнительно. Это не зависит от того, что профессионал он или же нет. Для любого даже актера с большим стажем работы, профессиональной, это все-таки какое-то волнение и переживание, потому что он выходит перед зрителем, как бы несет какую-то информацию, которую нужно донести для зрителя и так, чтобы тронуть их сердца. Сцена для актера, наверное, это часть жизни, даже, я скажу, большая часть жизни, потому что именно в театре, допустим, обычный любой работник, он уходит вечером в 6 часов, а мы не всегда уходим, потому что у нас и вечерние бывают спектакли. То есть большая часть времени мы проводим в театре, в здании театра, то есть на сцене, то есть служим искусству. И нас часто спрашивают, как легче играть, в живом плане или в кукольном. В живом плане я бы не сказала, что легко и в живом плане, потому что не всегда получается сразу понять и пережить персонажа. Идет очень большая работа над собой.
Но там спасает то, что ты как-то эмоционально можешь передать свои чувства, ты контролируешь свои физические действия, свои переходы. Это чуть-чуть, я бы сказала, легче, потому что, как мы видим, у данной куклы отсутствует мимика. Невозможно, да, сделать так, чтобы кукла улыбалась или грустила. И куклой нужно работать так, чтобы движения показывали. Очень не всегда получается сразу передать эмоции кукле, у которой подвижны только глаза. Помимо того, что голосовое это надо делать, это нужно делать еще и физически. Каждая деталь продумана, каждая сцена проверена десятки раз. Только так рождается мастерство, только так сцена оживает и начинает говорить со зрителем. Во время репетиции ты можешь в полсилы играть в связи с тем, что ты ищешь. Это процесс, долгий, муторный процесс, потому что разные краски перебираешь, смотришь. Параллельно задача от режиссера включается и твоя органика. То есть и вы в совокупности все вместе должно выродиться во что-то объемное и значительное. В практике театра, даже в учебе, не допускается посторонних людей во время репетиции, потому что в репетиции ты можешь и пошутить, и там долго к этому приходишь, какие-то моменты у тебя не получается. Бывают даже такие моменты, что отчаянные, все, не смогу. Когда говорили, что детского зрителя невозможно обмануть, я не понимала. А это как? Взрослый, он как-то нам позволяет, да, а ребенок нет. Ребенок скажет, это не по-настоящему, такое может быть, да, ребенок может и высказать свою мысль. А бывает так, планшетная кукла подразумевает, что видна бывает и кукловод. И бывает такое, что когда после спектакля ребята подходят фотографироваться, настолько вживается и оживает наш персонаж, что они не видят меня рядом. Я говорю и управляю этой куклой, и они верят, что он живой, он настоящий. В этом плане я скажу, что если зритель не смотрит на тебя, смотрит на куклу, даже когда фотографируется и общается, значит, все получилось. Каждый спектакль – это диалог времени. Каждая роль – часть живой культуры, которую невозможно передать словами. И именно театр позволяет искусству жить, дает возможность воспоминаниям и новым идеям обретать форму, а людям ощущать, что они часть чего-то большего. Вид искусства, который обогащает. Такая уникальная возможность обогащения, общения с миром, уникальная возможность развить свое критическое мышление, анализ, встретить единомышленников. То есть театр – это не зрелище, театр – это место слова, место, опять-таки, смыслов, место философии, место психологии. То есть свет, музыка, реквизит, костюмы, это все, конечно же, хорошо. Это такая сопроводительная, вспомогательная, что-то некое атмосферное, да, для человека, чтобы зацепить глаз, чтобы привлечь внимание, чтобы было интересно наблюдать. Но важнее всего, ради чего зритель наш дорогой должен к нам приходить, это обязательно за смыслом, за чем-то новым, за каким-то великим или же маленьким открытием. Театр возвышает, театр учит, театр будоражит, театр взывает, театр напоминает, радует, обновляет и сохраняет. Театр, как сказал Томас Манн, это место, куда приходит толпа, а из театра после спектакля уже выходит народ. На этой сцене рождаются герои, звучат великие тексты, а зритель становится частью происходящего. Здесь нет случайных эмоций, только правда, прожитая в каждом слове. Любите театр, цените театр.